На этих кадрах все, что осталось от дома семьи Цвижба в селе Чулоу. О былой красоте напоминает лишь немного уцелевшая лестница с фигурными бетонными балясинами. Хозяйка дома Нона Пачулия Цвижба рассказывает, что пострадало все имущество. Но это не самое страшное. При пожаре погибла ее заловка, которая в этот момент находилась в доме. Сообщение в МЧС поступило в половине 10 утра, однако огонь стремительно распространился по домовладению. Несмотря на усилия пожарных, спасти женщину не удалось, а строение сгорело. Сейчас семья ютится в небольшой казарме во дворе. В этой же казарме прощались с погибшей родственницей, однако проживать здесь длительное время не позволяют условия. Бетонный пол, всюду протекает крыша, холодные и практически разваливающиеся стены. Благо, замерзнуть не дает небольшой камин. В первые дни помогли соседи, кто чем смог. Одеждой, кухонной утварью, постельными принадлежностями и мебелью. Чтобы построить дом, ушло много лет. Работали всей семьей и каждый сезон откладывали на это деньги, рассказывает хозяйка. Сама она подрабатывала поваром в пицунской столовой. Многолетний труд сгорел в один миг. За помощью семья Цвижба обратилась к государству и в благотворительный фонд «Баракят». Ведь это уже не первый случай, когда совместными усилиями пострадавшим гражданам оказывается помощь. Несколько даже положительных таких примеров. Например, в поселке Бзыб семья Богателя, у них также полностью сгорел дом. Совместно с государством, вот, например, на Бзыбе район выделил сумму, потом центр выделил сумму, Сухума выделили. Также поучаствовали предприниматели, Рицинский национальный парк выделил, еще Аквафон выделил, да, и совместно, вот все вместе получился хороший результат. Сегодня люди уже живут в своем доме. Я считаю, это очень положительная динамика. Мы совместно можем реализовывать такие проекты. Сбор средств для пострадавшей семьи благотворительный фонд «Баракят» открыл 7 февраля. За 2 дня собрано более 93 тысяч рублей. Общая сумма сбора – 300 тысяч. Хотелось бы обратиться к гражданам, чтобы поддержали наш сбор, чтобы мы побыстрее его закрыли. Хочется еще обратиться к предпринимателям, также к строительным базам, к магазинам стройматериалов, оказать посильную помощь этой семье. Вот вчера со мной связался наш постоянный партнер Экрем Эшба. Он руководит цехом пластиковых окон. Он сказал, что от себя на весь дом он поставит пластиковые окна в подарок. Пусть это будет хорошим примером, призывом к другим предпринимателям обратить внимание на эту ситуацию и встать рядом с этой семьей в такой беде. Люди потеряли все, что имели, все, что было нажито за всю жизнь, остались без ничего. И я считаю, в такие моменты мы должны стоять рядом с нашими людьми. Помочь семье Цвижба можно, зайдя на сайт благотворительного фонда «Баракят» в социальных сетях, перечислив деньги на номер карты Сбербанка, указанный под постом. Также можно помочь стройматериалами для нового дома, а еще репостом на своей странице. Ведь чем больше неравнодушных людей узнают о сборе средств, тем скорее удастся помочь. Гугуца Вардания, Шазина Ханагуа, Анатолий Малания, Абхазское телевидение.